صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد. Приводится в книге Фатава Аль-Валь-Валаджия, в книге Карахия о вещах, которые порицаются, изучение каляма, ознакомление с наукой акиды и использование ее в качестве для мунавара, для противостояния заблудшим по количеству нужды. Это не запрещено. Это не может быть запрещено. Также приводится от Хаммада ибн Абу Ханифа, рахматуллахи та'аля алейхима, он использовал калям, то есть он выходил на различные споры, участвовал в различных спорах, и Абу Ханифа поругал его, то есть остановись, перестань это делать. Тогда Хаммад сказал: я видел, отец, я видел, как ты сам занимаешься калямом, ты споришь с заблудшими людьми, ты тоже используешь эти инструменты, чтобы заставить их замолчать. И почему ты мне запрещаешь? Что такого, почему запрещаешь именно мне? Он сказал: о, сынок, когда говорили мы, когда спорили мы, то мы вели беседу так, как будто бы на твоем собеседнике, на голове твоего собеседника сидит птица, и ты боишься ее спугнуть. Мы вели свою беседу, свой диалог таким образом. А сегодня вы устраиваете споры, устраиваете дискуссии, как будто бы вы хотите уничтожить друг друга, и как будто бы вы желаете, чтобы он сказал что-то такое и вышел из религии, совершил куфр, какой-то амаль. То есть ты споришь так, чтобы поймать его за что-то, или чтобы он как будто бы вышел из ислама, как будто бы ради этого стараетесь сделать. То есть разница в этом. То есть когда мы занимались этим, мы делали это для того, чтобы найти истину. Чтобы найти истину. И делали это с полным уважением к своему собеседнику. Мы с ним говорили, боялись так, как будто бы на его голове сидит птица, и одно резкое какое-то движение, какое-то поднятие голоса может спугнуть ее, и она улетит. Но сегодня вы спорите так, как будто бы хотите уничтожить друг друга, или чтобы твой собеседник вошел в неверие, совершил какой-то акт неверия, и ты сказал: да, я молодец, я же знал, что он заблудший. То есть наша цель как будто бы сделать его заблудшим, или выявить и показать, что ты такой молодец. То есть цель запрета своему сыну была в этом, что вы неправильно используете, цели неправильно ставите. То есть исправь свой ният, исправь свое намерение. Также нужно знать, что между учеными саляфами, праведными предками и халяфами, те, кто пришли после, в акиде нет хиляфа. Порой мы можем услышать такой термин акида туссаляф и акида халяфов. Акида праведных предков и акида поздних ученых. На самом деле не было, говорит, никакой разницы среди них. Тот, кто думает так, он ошибается, потому что изменились методы подачи, методы разъяснения. Может быть, раньше какие-то вопросы, они были иджмален, общим, то есть в общем виде какие-то вопросы пояснялись, и людям было этого достаточно. Это все соотносилось с потребностью людей того времени. То есть люди были чистыми или видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после этого времени. Им достаточно было что-то сказать, и они, вот, как Имриль Кайс, приводилась история с Имриль Кайсом, когда он пришел в одно селение, и люди все ждут, все его ожидают, и говорят, что он не очень симпатичный был, что то ли хромал, то есть, не очень симпатичный на вид. А одна бабушка ждала, говорит: вот такой великий алляма, такой великий ученый сейчас придет, она ждет. И когда он пришел, говорит: а, этот что ли? И как-то вот так с пренебрежением сказала, говорит: ай, там было бы кого ждать, да? Но она думала, что такой великий ученый сейчас красавец придет. То есть
смотрела на внешность его это задело, он говорит, если, между прочим, я могу сотни доказательств существования Аллаха привести. Я могу привести сотню доказательств существования Аллаха. А бабушка говорит, а зачем мне, говорит, там приводится или сотни, или тысячи доказательств. Говорит, значит, у тебя есть 1000 сомнений, раз ты искал 1000 доказательств. Говорит, я, говорит, и так верю, зачем, говорит, мне это? И повернулась и ушла. То есть иман бабушки, да, какой был? Говорит, я и так, говорит, верю, зачем мне это все? И разве есть нужда ей объяснять какие-то тонкие вещи? То есть она верит в Аллаха, ее никто не переубедит в этом. У нее нет никаких сомнений. Но приходит время, когда нужно разъяснить тот или иной вопрос, и это становится ваджибом. В некоторое время нужно коротко сказать, в некоторое время нужно раскрыть. И хукм, он не меняется. То есть если бы эти асляф, эти великие ученые были бы в наше время, они бы тоже занялись этим и тоже бы давали разъяснения, так как со временем очень много людей вошло в ислам. И бывает так, что вот даже сейчас мы, посмотрев на свое окружение, видим, как человек, где он учился? Он не учился в мадресе, не изучал исламских наук. Он вырос, то есть, получил определенное образование, может быть, его улица воспитывала, то есть община, которая была, зависит от махалли, зависит от города, где он рос. И теперь он приходит к исламу, возвращается к исламу, то есть покрывается некой глазурью, прекрасной глазурью ислама, но то, что внутри его, оно, может быть, осталось. Есть такая пословица, то есть мы вышли из джахилии, но джахилия из нас еще не вышла. То есть человек вышел из джахилии, но джахилия из него не вышла. И он судит этими критериями, то есть он много лет прожил, у него было какое-то, сформировалось мировоззрение. И вот он недавно в исламе, он же не может поменяться сразу же в один день. Его логика, она выстроена совершенно по-другому. У него есть свой багаж. И вот представьте, в те времена тоже приходили люди, которые, может быть, изучали какую-нибудь греческую философию. Были люди, которые поклонялись огню. Из различных сект, из различных наций, из различных религий приходили в ислам. Но это не значит, что произнесением шахада все их знания прошлые, они исчезали. Такого не было. И поэтому вот эти притчи, какие-то народные сказания, может, которые вообще не соответствуют исламу, они начали появляться. И даже в каких-то сказках, какие-то сказки начали использовать, например, Исраилят. То есть использовали на израильские, еврейские сказания и начали их внедрять, и даже в тафсиры вписывать такие сказания, начали опираться на них. Их акида, то есть это все, они были под влиянием той прошлой своей идеологии. Поэтому ученым, то есть во время саляфов, первых поколений, таких вопросов не было. Но когда ислам стал расширяться, появилось очень много вопросов, появилось очень много различных сказаний, различных видов идеологий, и на них нужно было давать своевременный, точный, четкий, обоснованный далиль, обоснованные доказательства, и, конечно же, опираясь на Коран и сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть и ученые говорят, что если бы саляфы, они бы были живы, или при них бы это началось, они бы обязательно тоже дали бы ответ. Они бы тоже обязательно дали бы ответ. Они бы не сказали, нельзя говорить на эти темы, мы будем просто молчать. Они должны были отстоять достоинство нашей религии, объяснить нашу религию. Так ведь? Поэтому неправильно говорить, что акида саляфов и халяфов, она отличается. Она одна в основе. Просто халяфам, прошлым ученым, которые пришли после, им пришлось отвечать на те вопросы, которые не поднимались в связи с объективными причинами во время праведных предков. Не было потребности. Хватало, может быть, какие-то вопросы объяснить в общем. И люди воспринимали, и было бы все прекрасно. Но прошло время, нужно было писать книги на различные сложные темы, отвечать на идеи Аристотеля, Платона и так далее. То есть появилась потребность в этом, только в этом. Так как во время саляф они видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивали от него, спрашивали напрямую. Если у них какая-то трудность была, они подходили к ученым. Некоторые думают, что акида, она что-то такое естественное, и человек может ее приобрести без изучения, без старания. Просто он родился и посмотрел по сторонам, и у него уже правильно акида, он будет правильно воспринимать Господа. Это ошибка, так как невозможно изучить религию без тааллюма, без выделения времени, без выделения, то есть кто-то выделяет средства, выделяет время, чтобы
уехать учиться, или прийти в медресе учиться. То есть без этого невозможно. Невозможно просто родиться и на естественном уровне знать что-то. Об этом мы еще поговорим. И ложно полагают некоторые люди, что фитра, такое понятие, сейчас мы попробуем говорить, фитра – это и есть ислам. Естество – это и есть ислам. И они опираются, конечно же, на хадис сахих, который приводит в сахих Бухари, что куллю маулюд, каждый, кто рождается, он рождается в естестве, рождается в фитре. И пока его отец не сделает его иудеем, или христианином, или маджусом, огнепоклонником. То есть в основе он рождается в фитре, и говорят, что это фитра есть ислам. То есть он рождается мусульманином. То есть это мнение распространено. Но если спрашиваешь, да, говорит, он рождается мусульманином. Почему? Потому что сказано, что он родился в фитре. Мы знаем, что поистине ислам – это собрание определенных ахкамов, правовых решений, понятий, то, чему нужно обучаться, то, что ниспослал Всевышний Аллах Субхану Тааля своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, это ислам. И те, кто подразумевает, что фитра, естество, это и есть уже сам ислам, то мы им скажем, что в этом хадисе не говорится о исламе. Здесь в этом хадисе говорится о фитра, о естестве. Это что-то среднее между неверием и исламом. Так как это означает, что человек способен, у него есть истиадат, у него есть возможность понять истинность религии, он к этому как бы расположен, это естественно для него, и вот он как бы чистый лист бумаги, то есть это ребенок, он чистый лист бумаги, это не говорит, что вот он автоматически, он уже вот, то есть у него фитра, и у него есть полностью весь ислам. То есть это объясняет шейх Саид Фуда. Если бы фитра, естество, было бы самим исламом, то тогда о чем мы говорим, когда человек становится балигом, он должен, то есть есть таклиф, определенные обязанности, он должен их, получается, знать. Но когда человек достигает определенного возраста, ему повелевается ислам. Он должен совершить определенные действия. И отсюда мы понимаем, что фитра – это совершенно другое. Есть такой же хиляф, есть разногласия, например, относительно вопроса с детьми многобожников. Кто они? И откуда появляется этот хиляф, если все однозначно? Если все бы было однозначно, то этого разногласия бы не было в этом вопросе. И вот в Мустадрак, который сделан на Сахихайн, в нем приводится хадис, что Расулуллах сам послал, это при Хайбаре, когда был бой при Хайбаре, послал группу, и там получилось, что они бились с мушриками, и получилось, что одну группу там, они разбирали этот вопрос, что они убили определенную группу людей. И когда пророк сам узнал, что там были дети, что, говорит, почему не остановились от этого, почему вы это сделали? Они сказали, я Расуль Аллах, ну это же, говорит, дети мушриков, сказали они. Тогда Расуль Аллах разгневался, конечно. Я, говорит, клянусь тем, кто управляет душой Мухаммада, кто дал душу Мухаммада, клянусь Аллахом, что каждый ребенок рождается в фитре, в своем естестве, пока не придет его ответственность, пока не придет время, когда он должен проявить свою ответственность. То есть это ребенок, откуда вы могли знать, что бы было с этим ребенком? Он бы мог вырасти и стать мусульманином, мог бы стать хорошим верующим человеком. То есть пророк ﷺ выразил свое недовольство этому действию. И отсюда мы понимаем, откуда вы знали, что пророк ﷺ как бы говорит им этим, откуда вы знали, что бы было с этими детьми, как я уже сказал, если бы они жили, что наверняка бы стали верующими людьми, подобно тому, как ваши родители тоже были мушриками, и вы стали верующими. То есть было обращение к сахабам, радаллаху анхум аджмаин. То есть ваши родители тоже были мушриками, и вы стали верующими. Может быть, подобно вам, эти дети тоже бы приняли ислам. Почему вы, то есть так говорите, да? То есть пророк не сказал, эти дети, они мумины, потому что они муслимы, да? Или он не сказал, они мусульмане, эти дети. Так не назвал. Он сказал, что они фитра, они в естестве. У них как бы чистый фитрат, чистое естество, которое способно увидеть истину, способно принять ислам.
Поэтому это далиль на то, что мы не делаем хукм, не выводим правового решения по поводу ислама маленьких детей, что он в имане, он сразу же в исламе, то есть он в фитре, он в естестве, который помогает ему, то есть он способен благодаря этой фитре принять ислам, он способен для этого. То есть такого хукма нет. Также, что когда мы говорим слово «фитра», она указывает на то, что в человеке, не значит, что ее нет, но фитра, она улучшает некоторые качества в человеке, то есть украшает его внешнюю красоту. Например, приводится в Сахихайн от Абу Хурейры, что фитра – это определенные вещи, они являются фитрой, например, хитан – обрезание – это фитра, брить лобок, выщипывать подмышками, стричь ногти и укорачивать усы. Это фитра, это все естество тоже. Также приводится от Ибн Умара, радаллаху ан, что из фитра – это брить лобок, укорачивать ногти и укорачивать усы, говорится, да? Также фитра было сказано, что это дуа, тоже фитра. Итмам руко, завершение руко, правильно делать руко, это тоже. Пить молоко – это тоже часть фитры. То есть это мы все собираем, что есть в хадисе. Укорачивание ногтей – это все называется словом фитра. И также ислам, он тоже как бы относится к фитре в том плане, что ислам, он украшает человека, улучшает его. То есть ислам, он улучшает человека. Поэтому мы понимаем, что фитра – это то есть не так, что человек, вот он родился, он сразу же мусульманин, ему не надо ничему учиться, он уже в фитре ислама, он уже мусульманин, только осталось ему вырасти, и он уже будет все знать. Это не так. То есть он способен к принятию истины, и также фитрой называли, например, мithaq, яумуль ахди валь мithaq, например, сибга, об этом мы, иншаллах, на следующем уроке поговорим.